Хочу всех гостей поприветствовать приветствием ислама от нашего муфтия Адбир Хазрата. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Сегодня мы собрались в этом замечательном месте на цокольном этаже нашего мадресе, где до этого почитали намаз. И хвала Всевышнему Аллаху, из года в год у нас улучшаются и места проведения подобных мероприятий, ифтаров. И альхамдулилля, уже в этом году мы можем в таком количестве в этом месте уже поместиться и сделать ифтар. До магриб намаза я коротко рассказывал о вознаграждениях за пост месяца Рамадан. И здесь хотел бы напомнить то, что среди нас сидят люди, которые стали причиной проведения сегодняшнего ифтара, сегодняшнего мероприятия. Изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в котором говорится: если кто-то накормит или напоит постящегося, ему запишется такое же вознаграждение, подобно постящемуся, ничуть не уменьшив его вознаграждение. И сегодня, хвала Всевышнему Аллаху, полон зал. Все, альхамдулилля, насытились, покушали и первое, и второе. И хотел бы отметить людей, которые сегодня среди нас сидят. Да, они ходят в штаб татар. И сегодня у нас в основном люди из штаба. Конечно же, мы со штабом татар давно уже сотрудничаем, давно вместе ходим друг к другу на различные мероприятия. И месяц Рамадан не остался в стороне. И, конечно же, это уже такая добрая традиция из года в год. Они приглашают нас к себе, мы там рассказываем о достоинствах месяца Рамадана, делают ифтар, за что им тоже благодарны. И также они приходят сюда к нам, в наш муфтият, и проводят из года в год ифтары. На сегодняшний день хотел бы отметить двух ребят. Это сын Асхата Руслан и сын Альфита Марат, которые стали причиной и проспонсировали сегодняшний наш ифтар. Пусть Всевышний Аллах примет и воздаст те блага, которые были обещаны, как в изречении пророка Мухаммада, мир ему и благословение, и сколько верующих мусульман делают за них дуа. И коротко хотел бы тоже объяснить некоторые моменты. Вот вы сами видели, в этом году, альхамдулилля, у нас уже 2 зала, и в здании мадресе у нас появилась молебельная комната, где мы читаем намазы. Теперь уже и в здании муфтията, и в здании мадресе. И хвала Всевышнему Аллаху, на таравих намазах у нас практически заполняется ползала. И мы с радостью читаем намаз таравих. И в этом году, по милости Всевышнего Аллаха и приглашению муфтия Адбир Хазрата, к нам в муфтият прибыли 3 гостя из Узбекистана, 3 Куран-хафиза. Куран-хафиз — это тот человек, который полностью знает от Фатихи до суры Нас, то есть полностью заучил Коран. И вот эти хазраты у нас уже сделали один хатам Корана за 2 недели. То есть хатам Корана в намазе таравих уже был прочитан 1 раз. Альхамдулилля, это на самом деле очень большое достижение, можно сказать. Ведь обычно
Стандартно в таравихе читается в одном ракате одна страница Корана, и за весь Рамадан прочитывается хатм Корана в течение месяца Рамадан. А у нас получается, иншаллах, вот один хатм уже завершился, и потихоньку начали второй хатм Корана. Пусть Всевышний Аллах примет их старания и трепетные отношения прихожан, которые с терпением и с ожиданием на вознаграждение ожидают и стоят в молитвах таравих. И, конечно же, альхамдулилля, хочется всех поблагодарить, которые сидят здесь, за этим столом, что мы вместе можем кушать, можем общаться. И каждый, кто стал какой-то причиной и внес некий свой взнос в денежном эквиваленте, пусть Всевышний Аллах примет любой вид садака, любой вид милостыни и любой вид помощи, которую оказывают, возможно, скрытно, возможно, кто-то даже не знает, то, что на столе чья-то еда, кто-то принес и просто положил. Ведь когда однажды спросил его пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: «Я Расулаллах, у нас нет средств, нет возможности кормить много людей, много постящихся, как нам быть?» Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям указал, вы, говорит, дайте глоток воды, стакан молока или один финик. Пусть, отведав это, постящийся откроет пост, то есть покушает из того, что вы дали. И в другом изречении однажды он говорит: 2 дирхама превысило 1000 дирхамов. На что сподвижники сказали: «Я Расулаллах, как может 2 дирхама превысить 1000 дирхамов?» На что пророк, мир ему благословение, сказал: тот человек, который сделал подаяние в 1000 дирхамов, он даже не заметил, как из него вышли эти средства. То есть просто он достал и отдал. У него еще осталось очень много средств для существования. А тот человек, который отдал 2 дирхама фисабилиллях на пути Аллаха, у него было всего 4 дирхама из всех средств, которые вообще он имел. Из этих 4 дирхамов он 2 дирхама отдал на пути Аллаха, 2 дирхама оставил себе. То есть представьте, да, он половину богатства отдал. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, вот из-за его правильного намерения Всевышний принял его садака, его подаяние, и вознаградит больше даже, чем того, который отдал 1000 дирхамов, но который даже не заметит, даже не почувствует из своих средств, сколько у него было. Поэтому пусть Всевышний Аллах воздаст и вознаградит каждому по своему намерению и каждому по своим возможностям. Ведь на самом деле месяц Рамадан, он объединяет, он очень сильно объединяет, и наши сердца, они сплачиваются в этот месяц, мы становимся еще более трепетными, еще более усидчивыми и усердными в этот месяц, и понимаем то, что какое вознаграждение ожидает за все блага, совершаемые в этот благословенный месяц Рамадан. Сейчас, иншаллах, прочитаем аяты Корана, сделаем дуа, помолимся за души тех людей, которых нет среди нас живых, и сделаем, воздав хвалу Всевышнему Аллаху, сделаем дуа на таравих. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور. Вы знаете, человек отличается принципиально от животного тем, что он обладает разумом, разумением, обладает речью.
И тем, как сказано в Коране, названием всего, что существует, человека обучил сам Бог. И когда человек теряет в себе веру в свою богоизбранность, в свое подобие Богу, потому что в Торе сказано, что только человеку вдунул в ноздри его Всевышний свое дыхание жизни, и стал человек существом живым. А в Новом Завете Иисус, обращаясь к людям, сказал: «Вы, боги, за какое из благих дел вы хотите побить меня камнями? Не за благие дела, а за то, что ты, будучи человеком, отвечали ему иудеи, ты делаешь себя Богом». Он сказал: исследуйте Писание, там сказано: «Вы, боги». И вот сегодняшний ифтар, так же, как и утренний сухур, на протяжении 30 дней помогают человеку осознать, что он является особым существом, который принципиально отличается от животного мира. Это не высокоорганизованное животное, как говорят некоторые. Это существо, в котором пребывает сам Дух Господа. А что значит Дух Господа? Дух Создателя, Творца человека. Это означает, что он не может поступать иначе, только по тем нормам и правилам, которые существуют. Эти 10 заповедей, которые были даны Моисею, 6 из них очень четко сформулировал Иисус. Они же присутствуют и в Коране. Почему? Потому что человек – это существо особое. И он должен подчиняться так же, как водитель, который этим законам, этим нормам и установлениям, этим правилам, точно так же, как когда водитель выезжает на трассу, на улицу, он обязан подчиниться нормам и правилам движения. Точно так же, как любой водитель знает, если он заправит не тот бензин, машина испортится. Это что означает? Люди, осознайте в себе Дух Творца. Я хочу вам презентовать, показать книгу, которая называется «Кораническая цитата», тематический справочник с краткими комментариями. Здесь, изложено, я просто зачитаю, бесчисленная информация о Коране и об исламе, которой сегодня наполнено медийное пространство, имеет разную степень достоверности. При этом далеко не у каждого находится время на то, чтобы самостоятельно изучить Коран и отделить правду от распространенных заблуждений, от откровенной лжи. Тематический справочник «Кораническая цитата» содержит фрагменты Священного Писания на 51 тему. Задумайтесь, на 51 тему, которые, как правило, интересуют людей, желающих ознакомиться с последним откровением единого Бога. А почему Коран – последнее откровение? Здесь тоже высказывается мнение, но это не только мое мнение, но и мнение сведущих людей, которые говорят, да, что человечество уже подошло к тому рубежу, когда природа Бога в нем раскрывается полно. Он уже научился самостоятельно формировать и формулировать законы своего бытия через конституции светских государств, через законодательные нормы и правила. И поэтому нравственность, которая есть в человеке, она должна быть всегда ощутимой, и он должен четко различать добро от зла. Здесь указано, что, о чем Коран говорит, об атрибутах единого Бога, об отношении к другим религиям, о свободе воли, о войне, о власти, о благочестии, о правах женщин, о плюрализме мнений, о толерантности и о многом другом. Это возможность в короткий срок понять реальные истоки исламского мировоззрения и разобраться во многих социальных, культурных и политических процессах, происходящих прямо сейчас. Я не случайно люблю повторять и говорить цитатами из Корана, что сказано: «Если бы твой Господь желал, то Он бы всех создал одним народом». Так прекратите разногласия. И сказано, что человеку дана возможность осознать, что он является человеком. Именно человеком, существом, в котором находится Дух Божий. И что ценностному миру человека обучил сам Всевышний. Дал понятие развлечения добра и зла. Дал возможность понять, кто является близким, а кто является далеким, кто является другом, а кто является врагом. И во всех 3 посланиях от единого Бога, а Коран рассматривает и Тору, и Новый Завет, и сам себя в качестве 3 посланий от единого Бога. Эти нормы и правила едины.